беречь себя. На сегодняшний день это главная задача – выжить. Для того, чтобы… Потому что наша цель – восстановить Отечество. Для этого должны быть идейные, надежные люди, которые будут это делать. Если вас там убьют в застенках гестапо, вы не сможете это сделать. И вместо вас это никто не сможет сделать. Поэтому ваша задача, прямо говорю, выжить. Сегодня задачу освобождения решает русская армия. Вот до этого мы задачу освобождения территории решал НОТ через подполье. Сегодня решает русская армия, которая выполняет функции НОДа. Ваша задача выжить. При необходимости, если видите, что на вас, на ваш след напали враги, маскируйтесь под беженцев, прячьтесь. Сроки, вот сроки проблема. Я думаю, что сроки, второй этап операции после мобилизации, это следующий год. Но вы это все увидите. Когда русская армия достигнет численности 1 миллиона 2-3 человек, вот тогда можно будет реально говорить о том, что мы начали процесс освобождения Отечества. Пока задача военной специальной операции обеспечить неизбежность реформ в Москве и победу над Москве. Обратите внимание, задача военной операции, это написано, что ее задача там освободить Волноваху. Ее задача обеспечить победу национально-освободительного движения в Москве. То есть создать фон и обеспечение процесса, провоцирует санкции в том числе, в результате которого НОТ в Москве побеждает, проходят чистки, восстанавливается Отечество и идеологический фундамент, после чего проводится мобилизация. А я думаю, кстати, после победы НОТа мобилизация может, по крайней мере, в больших масштабах не понадобиться, потому что в этом случае американцы капитулируют перед угрозой ядерного оружия, что автоматически означает просто бегство Зеленского. Вот внимательно посмотрите, если нету американской поддержки, нету сопротивления украинской армии. Причем не идеологического, не военно-технического. Ну, то есть оружие и так далее. Поэтому вопрос капитуляции Америки, он главный. Вопрос капитуляции Америки решается не на полях сражений на Украине. Он решается в Москве через восстановление суверенитета и через использование ядерного оружия как сдерживающего фактора, что Путин и предложил еще в конце прошлого года. То есть само по себе право поднять ставки до ядерного оружия автоматически означает победа на полях Украины. Но это невозможно без победы НОТ в Москве, а победа НОТ в Москве невозможна без военного сценария на Украине. Понимаете, да? Связь явлений.